Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Откровенный разговор» и я, ведущая Жанат Ертлесова. Сегодня продолжение нашего интересного разговора на тему «Национальная компания Казахстан Темиржолы». И наш гость Мамин Аскар Узакбаевич, президент компании. Здравствуйте. Если сравнивать, например, состояние экономики Казахстана и России в разных сферах, я по-прежнему убеждена, что мы лучше России и продвинутее. Но если сравнивать РЖД и КТЖ, то я тоже была всегда убеждена, что у нас более прогрессивное в разных сферах состояние дорог. Я могу это подтвердить. У вас правильное представление, и на самом деле и это признают наши российские коллеги. Даже взять по некоторому ряду качественных показателей, мы в СНГ мы лидеры. Например, по скорости, да, движения? Скорость есть, участковая скорость. И государство меньше вмешивается. Производительность вагона, производительность на одного работника, количество задействованного персонала на 1 километр пути. Да, да. Есть такие технические параметры, по которым мы действительно опережаем. Что меня удивило в отчете консультантов международных, что вы, как КТЖ, по показателям экономическим эффективности, вы не уступаете многим европейским государствам. Сегодня есть большой рынок перевозок между Азией и Европой. Так. В основном объемы перевозятся морским транспортом. Сегодня для того, чтобы нам реализовать свои транзитные возможности, транзитный потенциал, с учетом огромных инвестиций, которые сегодня направляются в транспортную инфраструктуру, нам необходимо привлечь транзитные потоки. У нас уже в этом направлении есть хорошие результаты. Допустим, перевозки Китая и Европы за последние 5 лет, контейнерные перевозки, увеличились 40 раз. Через нашу территорию? Через Казахстан, конечно, 40 раз. Что это нам дало? Это дало нам в прошлом году получить доход от этого вида деятельности, именно от транзитных перевозок, $1 миллиард практически. Да, да. Этих объемов никогда раньше не было. Да. Данные нашей статистики говорят о том, что во внутренних перевозках вы все-таки теряете много, потому что многое перевозится автомобилями. То, что раньше вы перевозили на железной дороге, теперь дешевле и более эффективнее перевозить на машинах. Ну, некоторые перевозки с учетом развития Ваша сети, доля падает, а с учетом автомобильных растет. Развития сети автомобильных дорог, конечно же, теперь эта услуга начала развиваться. Door-to-door, от двери к двери, это нормально, я думаю. Там небольшой объем практически. Вот но доля падает. Если взять объемы с прошлым годом, мы по внутренним перевозкам у нас нет снижения. Ну, а как бы за несколько лет уже падает. Может быть, небольшом. Для нас сейчас важно, и причем это в основном такие низкодоходные перевозки, самый высокодоходный сегмент для нас это транзит. Да, но вы же не можете, чтобы даже нацфонд вкладывался в вас только для транзита? Нет. Во-первых, нацфонд это возвратные ресурсы. Да. Все равно. Да, с другой стороны, значит, мы обеспечиваем новые рабочие места. Мы создаем логистическую инфраструктуру, и мы хотим, я вам скажу, до 2020 года создать около 15 тысяч новых рабочих мест именно с учетом формирования регионального транспортно-логистического хаба. В программе трансформации «Самрука». Вот что за год изменилось? Ну, во-первых, мы начали работать, мы приступили к этому проекту. Хочу сразу сказать, что мы в начале только проекта, и я думаю, все это понимают. Этот проект, он большой, и он требует времени, и большой мобилизации ресурсов. Мы определили, у нас сегодня работает команда по трансформации, и они сегодня вместе с консультантами компании PricewaterhouseCoopers вместе работают ежедневно вот именно над этим проектом. Сейчас мы находимся в такой стадии, как диагностика и дизайн. Мы определили, только на первом уровне мы определили 60 бизнес-процессов, уже второй уровень раскрыл 1600, и это будет дальше раскрываться. Мы планируем, согласно нашего графика, до конца года завершить работу над уровнем диагностика и дизайна, и уже потом перейти к планированию. Первое направление трансформации, то, чем вы все время занимаетесь, это рост стоимости компании. Да. И у вас есть отдельные специальные показатели, да, по которым вы это оцениваете. Ну вот рост стоимости можно и за счет привлечения инвестиций достичь, и приватизации, да, например. Вы же сидите как на IPO в планах.
Ну, мы сидим в планах на IPO, пока решение не принято. Мы вот с консультантами даже обсуждали это за 2018 год. Пока ну, я тоже считаю, что это правильно. При том, что вам отдают все время новые активы, вы расширяете сферу своей деятельности, кажется, не очень правильно, да, выводить на IPO? На этом этапе нет. Пока. Понятно. Тогда мы подождем. Но сейчас у вас приватизация идет, вы продаете какие-то активы. И причем даже мне говорили некоторые олигархи, что как хорошо, что это происходит на электронные торги. Не могу повлиять, а просто вот реально в этом участвую. Да? Это огромный плюс. Ну и все, что вы наметили, продается? Мы стараемся, я знаю даже, что у нас уже более половины намеченных объектов приватизации. Потому что в Самрукэнерго, например, они не смогли кое-что продать. Кое-что у нас тоже не так Это легко. связано с кризисом? Я думаю, в том числе. А еще что может быть? В основном это связано, конечно, со снижением объемов бизнеса. Ну, допустим, у нас есть один из крупных активов, который мы выставляли, 2 раза торги проходили, но не было участников. Это один пакет Customer Trans. Поэтому он занимается перевозками? Это вагонная компания. Поэтому, конечно, если бы был... Хотя раньше как за вагоны все бились, вот. Да? А видите, эта проблема снялась. И теперь мы перешли, может, к другому аспекту. Это вот модернизация активов компании. Буквально несколько лет назад у нас была проблема с локомотивами. У нас была проблема с вагонами, с пассажирскими вагонами. Допустим, вы даже заводы построили. Заводы у нас мы сегодня куда их девать? Они работают. Мы сегодня производим практически все виды подвижного состава. Вот, допустим, мы подписали контракт с Азербайджаном на 10 локомотивов, тепловозов в Азербайджан. До этого мы с ними подписали на 40 электровозов. То есть сегодня мы захватываем все те рынки, которые в нашем регионе. Туркменистан, Иран, Кыргызстан, Узбекистан, это все наши... С Россией, вы знаете, что исторически все эти производства, они находились на территории России и Украины. В Казахстане не было. Но вы более современные типы конечно, производите. мы конкурентны, они сегодня на рынке. Почему? Мы выигрываем конкуренцию у китайских производителей. И по цене? И по цене, и по качеству. А у вас степень локализации какая? Мы доводим ее до 50%. Ну, это тоже круто, да. Мы доводим ее до 50%. Вы создаете не просто рабочие места, а качественные рабочие места. Это важно. Во-первых, это диверсификация экономики. По сути дела, этих отраслей, этих производств не было раньше. А вам программы ПФИР помогли в этом смысле? Да, но я думаю, что вот в сфере машиностроения мы, наверное, одни из главных участников этого. Ну, конечно, неправильно с точки зрения высокой доли госсектора в экономике, что все делает государство. Сначала реализовывали это сами, потом мы продаем пакеты. Вот, допустим, по многим проектам у нас уже мы оставляем себе только блокирующий пакет. Только блокирующий пакет. А кто покупатели? Покупатели, допустим, владельцы технологий. Допустим, General Electric, там у нас есть партнеры и французские компании, испанские компании. Они верят в нас, верят в рынок, верят в перспективу этих производств, и они заходят в капитал этих компаний. Поэтому с этой точки зрения модель, которая была выстроена, инициация была за нами вместе с нашими партнерами, и потом выход КТЖ из этих проектов или сохранение только блокирующего пакета, чтобы следить за ценовой политикой. Теперь хочется, чтобы еще и развивать наши инженеры, которые сами создают. А там 99% это казахстанские но они как бы работают по их технологиям. Да, работают, они проходят обучение. Вы же отвечаете за инновационность тоже? Да. Это один из приоритетов. Да, Жан-Жюли, они проходят обучение, во-первых, и в Америке, и в Европе. Вот, допустим, мы сейчас в этом году, в ближайшие месяцы, будем вводить стройпроект по сборке двигателей для этих тепловозов американских. Вот мы должны сейчас 40 наших специалистов отправить на учебу в Америку. Они приедут оттуда уже совсем другими специалистами. Хотя есть и те, которые там уже обучались. Да, но у нас, кстати, балашаковцев очень много. Балашаковцев очень много, и они активно участвуют в реализации этих проектов. Знаете, вот очень важное направление трансформации программы, и то, что вы, наверное, знаете лучше, чем другие, это взаимодействие с госорганами. У вас, наверное, по всем направлениям это взаимодействие с любым министерством проходит. Но взаимодействие с госорганами, оно связано также с тем, какая у вас система взаимоотношений с Самруком. Вот Самрук ведет себя по отношению к вам как акционер или как оператор, как кто? Там написано тоже, что будет меняться эта структура. Ну, как корпоративный центр, мы с ними, конечно, у нас в основном все проекты и программы согласовываем, мы проходим экспертизу
Ну, вы без них работали, а теперь над вами появились они. А вы, когда стали начальником КТЖ, еще же Самрука не было? Был уже. Уже был. Ну вы-то не знаете свободы, получается, без Самрука. Мы работаем с Самруком, мы не чувствуем никаких ограничений, которые мешают развитию бизнеса. Во-первых, мы в интересах государства, в интересах экономики работаем. Но вы с ними все-таки должны все согласовывать. Общие цели, основные параметры мы согласовываем. Основные параметры по проекту. Никаких противоречий нет. Операционную самостоятельно? Операционную самостоятельно. Работа с госорганами – это отдельный блок. Вы сами работали в правительстве долгие годы, вы прекрасно знаете, что госкомпании все согласовывают и да, но и самое сложное во бюджета. взаимоотношении с госорганами – это какое направление? Во-первых, тарифное регулирование. Ну, допустим, состояние экономики сегодня таково, которое мы знаем, сложное. Оно не самое хорошее, и снижение темпов роста экономики, конечно, сказывается. Вот поэтому, чтобы, допустим, облегчить жизнь экономики, первая мера – это не дать повышение уровня тарифов для потому КТЖ. что они думают как бы об обществе, о народе. Да, об обществе, об экономике, о производственных, о промышленных предприятиях. Вот, допустим, если взять программу антикризисных мероприятий правительства, там отдельный большой блок, и запросы всех крупных компаний – это снижение тарифов или предоставление в ВПК. Это естественно, да? Мы бы с вами работали бы где-нибудь в Косцинке или там в Алюминии, конечно, мы бы тоже просили. В первую очередь. Но я всегда задаю вопрос, а делают ли компании, есть ли мониторинг со стороны правительства, допустим, со стороны, тогда было Министерство индустрии, мы всегда ставили вопрос, кто смотрит за себестоимостью, допустим, этих предприятий, которые обращаются к нам, к такому же коммерческому предприятию, ну, хоть и государственному, которого тоже задача сегодня максимизация прибыли, кто смотрит за себестоимостью на этих предприятиях. Ну, мне говорили, что там будут наниматься консультанты, имеется в виду компании, которые будут проводить, значит, мониторинг, которые будут следить за стоимостью, за себестоимостью и за какая цена складывается на рынке, допустим. Ну, я не знаю, но в любом случае все обращаются за снижением тарифов. Ну, видите, получается, вот, если бы вы были министром экономики или работали на экономической такой структуре правительства, то вы тоже вы думали о том, ну, это же наш государственный там, что там, и так мы его заставляем строить школы, садики, а здесь огромный коллектив, в 5000 человек. Они же еще говорят, все остановится, куда все эти градообразующие предприятия. И в 99% случаев правительство принимает решение в пользу этих компаний. Так и есть. Ну, я вам приведу один пример даже. Это одно направление поддержки промышленных предприятий. Есть другое направление, допустим, сохранение рынков сбыта. Вот сегодня мы видим ситуацию, что железная руда сегодня на китайском рынке не конкурентоспособна. Но в то же время есть запросы, допустим, от других производителей других стран именно на эти рынки, через территорию Казахстана. Наши производители обращаются с просьбой ограничить доступ конкурентной продукции на эти же рынки. То есть тарифы резко повысить. Объясняя это тем, ну вы прекрасно поняли, объясняя это тем, что однажды заняв рынок, уже они не смогут там вернуться на него, или потеряв рынок, потеряв рынок, уже тяжело вернуться на него. То есть такие разговоры они есть, и там большие коллективы, и, как вы правильно отметили, и социальные вопросы. Но это все обсуждается? Обсуждается. Да, но принимается решение все-таки, как правило. Ну, Китай они, конечно, так не смогут продавить, но то, что вы должны давать им вот эти тарифы понижающие... Ну, вот я скажу вам, что даже в этом году, значит, у нас уровень тарифа остался на уровне 2014 года. Плюс к тому мы где-то порядка на 20 миллиардов предоставили понижающие коэффициенты. На 20 миллиардов. То есть мы где-то недополучим доходов на 20 миллиардов. Мы тем самым поддерживаем экономику. Да. Ну, причем эти 20 миллиардов, которые получили эти компании, мы тоже должны быть уверены, что они использованы по эффективному направлению. В основном частные компании. Да, но таких данных, конечно, нет у правительства, и в целом... Но они берут на себя обязательства по сохранению рабочих мест. Какая-то инвестпрограмма. Я думаю, сейчас на первый план выходит социальный вопрос. Это правильно, но это, конечно, не прибавляет весь Казахстан, не помогает нам двигаться в сторону развитых государств.
Ни в одной развитой стране мира, куда нам сказал президент двигаться, такой системы нет, конечно. И такой жесткой системы тарифообразования нет. Причем, что я тоже с вашими сотрудниками много обсуждала, знаете, что для меня было удивительно, в европейских странах, ну в западных, вообще нет понятия естественной монополии. Пока я занималась какими-то другими вещами, это само понятие исчезло. Есть только регулируемые какие-то отдельные предприятия. Вот, может быть, вам нужно с правительством теснее сотрудничать в этом направлении? Потому что правительство замучены. Вы же знаете, как работают госслужащие. Да. Мы с вами работали, да, знаем. И были замучены, а теперь молодые, красивые. На самом деле, действительно, эти вопросы все обсуждаются. И у нас очень хороший диалог с Министерством экономики. Нам очень импонирует деятельность министра Ербулата Аскарбековича Досаева. Очень бодрый. Мы с ним давно знакомы. И у него как раз таки вот рыночные подходы. Он сам пришел из бизнеса, поэтому он понимает. Я ему все время об этом говорю, когда он пытается принять какое-то решение не в пользу компании, все время напоминаем, что он пришел из бизнеса. И с учетом нашего давнего знакомства и опыта его в первую очередь, он, конечно, к решению задач подходит именно вот по рыночному. Когда в западных странах какие-то тарифы стимулирующие, о которых много премьер говорил, перехода на стимулирующие тарифы, когда эти стимулирующие тарифы утверждаются для каких-то сфер, очень большое значение имеет прогноз потребности в вашей продукции. Ну, он должен быть достоверный, и ему должны верить. Вот вы как осуществляете такие прогнозы? На Западе это какие-то компании делают. Ну, то есть общество, потребители должны верить этим данным. Вот как вы это делаете? Ну, мы оцениваем в целом рынок, состояние экономики. Вы делаете сами? Да, у нас есть подразделение, у нас структура есть соответствующая внутри компании. Мы оценим макроэкономические прогнозы, которые, конечно, правительство предоставляет. Которые не сбываются, как правило? Бывают погрешности, вы прекрасно знаете, бывают погрешности, но в то же время мы стараемся тоже ориентироваться на них, в том числе как госкомпания, у нас другого источника, наверное, нет, но в то же время мы делаем свои оценки, смотрим ситуацию в регионе, не только в Казахстане. С этой точки зрения, конечно же, я говорю, что тенденции, которые сегодня имеются, они направлены и объясняют нам, что, в принципе, рынок внутри страны, вот с учетом жесточайшей конкуренции, ухудшения ценовой конъюнктуры, он для нас будет немного сужаться. Но в то же время мы видим для себя огромный потенциал именно в развитии транзитных переводов. Поэтому мы активно там работаем на этих рынках. Мы присутствуем в Китае, вы знаете, порт Ляньгань. Мы сегодня, значит, прорабатываем проекты порт Бандар-Аббас на Персидском заливе, в Индийском порту Мондра. Да, но не обязательно же приобретать. Не обязательно приобретать. Есть у нас разные формы сотрудничества. Мы по всем работаем, значит, проектам. Но вот, допустим, в Китае, в случае с Китаем и проект с Китаем, он показал для нас очень хороший опыт. Мы инвестировали достаточно небольшие средства. Мы совместно с нашим китайским партнером, по договоренности, которая была на высшем уровне между главных государств, привлекли заемный капитал, реализовали проект. И сегодня мы из Китая получаем, только с этого порта, не считая других провинций, с которыми мы тесно работаем, получили, допустим, более сотни контейнерных поездов в этом году. Более сотни контейнерных поездов. А весь порт вам принадлежит? Нет, там отдельный терминал. Весь порт это большой порт, он входит в 20-й терминал совместно с нашим китайским партнерством. И на этот терминал вы привлекаете не только свои грузы? Мы обрабатываем рынок в целом, но наша главная цель – привлечь, значит, грузы на Казахстан и обеспечить экспортную возможность. А станет ли таким вот когда-нибудь порт Актау? Ну, мы считаем, что по Актау большая перспектива с учетом открытия и разработки проекта трассики. Сегодня мы ждем завершения проекта между Грузией и Турцией. Там есть участок 100 километров, который сейчас строится, где не было железной дороги. И вот буквально 10 лет назад я еще работая министром транспорта, принимал активное участие именно в том, чтобы этот проект реализовался. Именно в Астане они не могли договориться, Азербайджан, Грузия, Турция многие годы не могли договориться, но только в Астане они договорились и подписали между собой этот документ. И вот мы ждем, что вот в ближайшие месяцы этот проект будет реализован. И мы видим, что через этот коридор большое направление.
и порт Актау именно станет таким... Прогноз такой у вас, да? Да, очень, очень важным. Ну, а сейчас вы этот порт как бы улучшаете инфраструктуру. Мы улучшаем его деятельность, операционную деятельность, повышаем эффективность. Допустим, мы это делаем совместно с нашими партнерами Дубай Порт. Это крупнейшая логистическая компания в мире. Они дали только 300 Неужели рекомендаций. крупнейшая, более крупная, чем в Сингапуре? Она крупная. Крупнее? Она входит в тройку самых крупных логистических компаний. Они работают в 40 странах мира и обрабатывают порядка 60 миллионов. То есть вот как контейнеров. вам передали этот порт, с тех пор вы привлекли этих... Да, мы в альянсе с нашими партнерами. Вот они дали 300 рекомендаций только. На небольшой порт дали 300 рекомендаций по улучшению деятельности. А там инфраструктура была? Инфраструктура есть и развивается. Совершенно вот недавно вот на Дне индустриализации в этом году, вот в июле месяце, глава государства, значит, ему демонстрировали, да? Да, ознакомился с проектом расширения в северном направлении. Этот проект в прошлом году был начат и уже завершается. Ну, сегодня он, например, обрабатывает уже грузы. Действующий порт. Да, действующий порт. Что-то, но вы хотите это увеличить? Мы хотим расширить, с учетом перспективы расширяем инфраструктуру. Ну и плюс качество. Конечно. То есть мы снимаем все инфраструктурные ограничения, мы видим перспективу с учетом Жезказган-Бейнеу, с учетом Харгоса, с учетом шелкового пути. То есть это будет вот то мультимодальное, о чем мы говорили. Да. Это будет обработка грузов, которые по железной дороге туда доставляются. И только грузы, которые вами доставляются. Все грузы. Ну, кто-то еще кто будет? Ну, в смысле, я имею в виду по вашей дороге. Да, ну, все которые по железной дороге, автомобильной дороге, значит, я не знаю, авиация. А грузы будут идти на юг? В разные направления, там есть направления. Я вообще хочу сказать, что сегодня все портовые активы в Каспийском море сегодня подвергнуты такой мощнейшей модернизации. И Туркменистан, и Иран, и Азербайджан, и Россия, и мы. Сегодня вкладываются огромные ресурсы именно в развитие портовой инфраструктуры. Там в разные направления, на Каспий, и Баку, как я уже сказал, через Баку. А не будем мы друг другу мешать? Не, мы не будем, мы наоборот помогаем друг другу. Конечно, есть конкуренция определенная, допустим. Кто вот в восточном побережье, в восточной части Каспия и западной части. Потому что Туркменистану что возить? Тоже то, что из Китая? Да, но мы все равно тесно работаем совместно. И иранское направление очень важное. В Иран очень много, значит, грузов. Но напрямую Туркменистан и другие страны, они же не могут в Китай грузы возить? У них же нет такой границы, как у нас? Через нас. Только через нас. Ну, хоть это тоже хорошо. Вот побеседовав с вами, я, конечно, получила огромное удовольствие, потому что многое сама узнала, и я вижу, что вы делаете очень много того, что превратит в нашу страну и превращает в крупнейшего транзитера. Вот эта цель, которая была давно поставлена президентом, но теперь мы видим, что это начало реализовываться. Вот отрывочно, вы-то, наверное, видите в голове, там надо один участок сделать, второй, но это нужно показывать и экспертному сообществу. Хорошо. Поэтому... Но мы в целом считаем, что вот сегодня идет большая работа именно по формированию Казахстана как хаба на евразийском континенте. И мы видим результаты первые, мы видим потенциал. И это видят наши соседи, поэтому... Я понимаю, но нужно, чтобы видели и казахстанцы. Был у меня на передаче Исикешев, и я ему говорю, от вас 20 лет назад я услышала слово «хаб». Теперь покажите, где это. Мы же должны видеть результаты. Для этого и придуманы стратегии, программы трансформации, все эти индикаторы. Вы же государственная компания, вы должны перед обществом показывать эти результаты понятным для нас языком. Усилим это. Да. И вот в самом конце хотела у вас еще спросить, какие вы видите риски для компании на ближайшие, например, 5 лет? Экономические. Ну, экономические, вот с учетом трендов, которые сегодня складываются, мы видим, что действительно вся эта внешняя среда и внешнеэкономическая ситуация, она, конечно, снижение товарооборота, ухудшение ценовой конъюнктуры, она, конечно, влияет напрямую на бизнес компании. Да. Напрямую. А как минимизировать? Минимизировать, вот еще раз им повторю. А в Китае вы же видите, что происходит? В Китае тоже есть. Во-первых, он замедляется, во-вторых, пузыри. Есть такое. Да. Значит, и что, если тоже объемы упадут? Но в то же время мы сегодня на рынке такой глобальной торговли между Европой и Азией, мы сегодня занимаем еще небольшую долю. И у нас есть к чему там стремиться. То есть мы видим потенциал именно в увеличении объемов
транзитных перевозок. Это то, о чем вы говорите. Да, да. Вот. Спасибо Транзитный вам потенциал. большое. Спасибо вам большое за интервью, которое вы дали, и вам огромных успехов. И давайте будем встречаться каждый год для того, чтобы мы могли рассказывать. Наша передача, она именно для экспертного сообщества существует, чтобы показывать реальные ваши достижения. Спасибо. Вам всего хорошего. Спасибо.